Воспитанники 126-го Чебоксарского детского сада учатся играть сразу на нескольких народных инструментах. Это заслуга преподавателя Вурдарской детской школы искусств Владимира Михайлова, который подарил им эти уникальные инструменты. Причем, как звучат некоторые из них, впервые услышали не только дети, но и их родители. Свирель, гусли, трещотка, рубль, свисток и жалейка. Во всех них знает толк Владимир Михайлов. Он уже 40 лет изучает традиционные народные музыкальные инструменты, играет на них, делает их, а также учит других, как говорит, по зову сердца. Свои детища называют волшебными, а потому так завороженно смотрят на них малыши. Мастер увлеченно рассказывает детям о любимых в народе музыкальных инструментах и даже предлагает им самим наиграть простейшие мелодии. Играть на ложках мне очень-очень понравилось. Все экземпляры этой большой коллекции он сделал своими руками. Но это лишь малая часть творческого наследия мастера. Инструмент не должен пылиться на полке, говорит Владимир Михайлов. Его задача – привнести свой аккорд в многоголосый оркестр. Это мастерская, место, где рождаются предметы искусства. В Чувашии, говорит умелец, многие с малых лет владели навыками изготовления инструментов и знали, как на них играть. Мы должны знать историю всех этих инструментов, где как использовались, ездим по деревням, даем концерт и сразу узнаем там, кто когда-то играл. Есть были такие мастера. Свой первый инструмент Владимир Михайлов изготовил для себя. Рассказывает, оркестру недоставало красоты звучания. Прочитал много специальной литературы, учился у настоящих виртуозов. Да, первым делом начал свирели, тем более учился свирели делать у Адюкова. Первый мой учитель, он прекрасный мастер, и научил играть то же самое. И пошло, начал потом и в Москву ездить специально для того, чтобы учиться на изготовлении гуслей. Инструменты делаются по чертежам из ели, клена, березы. Затем заготовки обретают форму и голос. Изделие нужно подогнать так, чтобы все ноты правильно звучали. Инструменты мастера оценили участники ансамбля «Эреветь», учащиеся Чебоксарского училища культуры, музыканты фольклорных коллективов из Самары, Ульяновска. А сейчас он выполняет большой заказ для Казанской консерватории. Количество выпущенных инструментов уже превысило несколько тысяч. С их помощью даже один исполнитель сможет сыграть почти весь репертуар фольклорного ансамбля. И иной раз даже задумываясь, ой-ой, какой большой человек рядом со мной живет. Я, мол, и недостойна ему. Владимир хочет приобщить к культуре как можно больше людей. Вкладывать музыкальную грамоту в юные головы нужно легко, играючи. Он разработал программу «Дивный мир волшебных звуков». Вместе со своими воспитанниками школы искусств знакомит детей шумовыми инструментами. А взрослой публике предлагает проект «101 концерт» на маршруте 1001 километр. Это у нас 101 населенный пункт в районе. Мы должны в каждом населенном пункте дать по одному концерту. Пусть даже будет один человек, мы все равно будем дать полную программу концерта. Владимир Михайлов любит чувашский фольклор и мечтает донести красоту и гармонию звуков до каждого слушателя. Лидия Галактионова, Елена Иванова, Александр Яковлев, Вести Чувашия.